Семья Чоросовых Верхневилюйского улуса уже как четверть века занимается сельским хозяйством, и результаты их тяжелой работы невозможно не заметить. Помидоры, домашний лук, огурцы, капуста, перец, и это лишь малая часть ее богатого огорода. Все начинали с нуля, все таскали, землю, перегной, песок, что под руки попадется, и потихоньку высажали. Когда участок перешел в их руки, там ничего не было, кроме дома и сплошного болота. С каждой дальней поездки они привозили с собой ростки, семена и рассады для своего огорода. И так постепенно их скромный двор преображался. Этот куст, наверное, лет 5 ему. Ну вот это такой, это очень хорошо в этом году цвел. Вот первый год ягод столько много. Мы осенью их поливаем. Летом поливать у нас и возможностей таких нету, и силы нету. Хоть бы грядки полить до теплицы. Уже в начале апреля начинается их кропотливая работа. У нее целых 4 теплицы, и это ее большая гордость. На ее грядках можно увидеть все овощные, ягодные и цветочные культуры. Помидоры – моя слабость, у меня их более 30 сортов. Каждый год сажаю новые сорты для пробы, говорит Тамара. Бутылки – это аккумуляторы тепла. Это они у нас стоят и оставляем на зиму, вода замерзает, а весной, как только солнце появляется, сразу лед растаивает, и здесь тепло. В начале апреля мы уже рассаду вытаскиваем. Ну, не высаживаем в теплицу, а просто это стоят они у нас. Также, не требующие большого ухода, у нее есть большое количество кустов черной смородины, такие сорты, как дикая, якутская и люция. В уходе за всем этим большим богатством ей помогают ее дети и внуки. Тамара принимала участие в разных конкурсах, но дороже призов хозяйки – работа на земле и ее плоды. Нария Чурикова, Василина Федотова, Юрий Стручков, НВК Саха, Верхневилюйск.